Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришел на нашу встречу, и всем тем, кто подключился к нам дистанционно. Я просто напомню, что мероприятия из цикла встречи на правовом поле у нас проводятся на постоянной основе. Были разные темы, но жилищная тема всегда вызывает очень много вопросов, потому что жилищные вопросы касаются многих. Наверное, каждый из нас хочет, мечтает о новой просторной квартире, кто-то желает улучшить свои условия. Как это сделать, мы знаем только, может быть, однобоко, что банки предлагают какие-то свои кредитные продукты, но так как мы сами бюджетники и много наших посетителей из бюджетной сферы, наши заработки не такие большие, как нам хотелось бы, и банки нередко отказывают в каких-то в решении наших вопросов. Но есть и другие организации, которые могут нам помочь. Сегодня мы пригласили представителей компании Коми Ипотека. Ну, может быть, раньше они известны были как Коми Ипотечная компания. Также, да? Ага. Сегодня у нас начальник отдела клиентских отношений Ольга Александровна Буринок. У них есть несколько жилищных программ для разных категорий населения. И сегодня они нам расскажут. Но, наверное, начнем с ипотеки для бюджетников, так как это больше всего вызвало вопросов. Хорошо. Давайте сразу договоримся, что если какие-то будут вопросы, то вопросы задавайте в микрофон. Поднимайте руку, я подойду и задам. И также у нас будет возможность, если будут желания присоединившимся к нам дистанционно задать вопросы, тоже они это смогут сделать. Пожалуйста. Ну, значит, смотрите, наша собственная программа, вот эта вот для бюджетников, мы ее разработали сами. Она у нас уже активно идет где-то в течение последних 2 лет. Нам выделяют финансирование по несколько миллионов на год. И, соответственно, бюджетники к нам приходят и имеют возможность взять ипотеку под низкую процентную ставку. Да? То есть для сравнения у нас сейчас максимальная ставка 11,75 составляет. Для бюджетников эта ставочка 6,2%. Да? Ну, то есть практически в 2 раза дешевле. Вот. Сейчас бюджетники наша основная категория, потому что сейчас ставки у нас растут. Сейчас вообще рынок растет, да, то есть все ведущие банки ставки свои поднимают, но вот эта вот ставочка, она у нас как-то более-менее держится. Ставка это напрямую зависит от ставки Центробанка и составляет 2/3 ее процентов. То есть сейчас вот у нас в прошлом году минимальная ставка была 5,8, но в декабре месяце Центробанку ставку поднимал, поэтому сначала у нас ставочка была 6%, сейчас с 1 января она составляет 6,2 процентных пункта. Следующий пересмотр процентной ставки Центробанка будет в феврале месяце. Соответственно, если она опять вырастет, она у нас вырастает соответственно. Если она снизится, она у нас тоже снижается. То есть для сравнения, когда мы начинали вот эту ипотеку для бюджетников, это было года 2-3 назад, максимальная ставка у нас составляла 8,4%. Вот, сейчас она 6,2, то есть ставочка очень интересная. Значит, какие требования основные для того, чтобы взять ипотеку для бюджетников? Во-первых, вы должны проработать в бюджете не менее 3 лет, на последнем месте не менее 6 месяцев. То есть вы можете, например, работать в бюджете, потом вы уволились, проработали несколько лет в другой сфере, потом снова вернулись. То есть общий совокупный стаж в бюджете не менее 3 лет. Если это молодой специалист, который только-только закончил, после вуза приступил сразу же к исполнению своих обязанностей профессиональных, то ему не обязательно ждать 3 года. Причем наличие высшего образования не обязательное требование, можно среднее профессиональное образование. То есть, молодые люди у нас сейчас тоже часто берут. Вот. Еще какое обязательное требование? Наличие первоначального взноса не менее 20%. Либо своих собственных средств, либо вот сейчас у нас молодые семьи, да, они имеют материнский капитал. Если материнский капитал составляет вот эти вот 20%, то, соответственно, свои тогда деньги вообще в принципе не требуются. Материнского капитала достаточно. Если квартира стоит, например, больше, да, допустим, она 3 миллиона составляет, да, из которых 20% это 600 тысяч рублей. Материнский капитал на сегодняшний день это 453 тысячи. Значит, если они хотят купить квартиру за 3 миллиона, оставшиеся средства они доплачивают самостоятельно из своих собственных средств. Либо за счет продажи квартиры, либо за счет накоплений, да.
Вот. Кто хочет квартиру подешевле, те же 2 миллиона. Им, в принципе, своя наличка не нужна. Материнского капитала вполне достаточно. Вот. И самое главное требование по этой программе – вы должны стоять в очереди на улучшение жилищных условий в администрации по месту регистрации. Это самое главное. То есть если человек бюджетник, 3 года работает, но не работает в администрации, не состоит в очереди в администрации, мы не можем вас взять, к сожалению, по такой программе. Мы таких клиентов отправляем в администрацию, они узнают, то есть есть такие категории, которые просто не знали, что они могут стать в очередь, да, то есть что и положено. Они встают в очередь, и, в принципе, как только им справку выдают о том, что они состоят на учете в качестве нуждающихся, ждать не нужно ничего. Вы приходите, мы сразу же вам, пожалуйста, подаете заявку, берете ипотеку. Вот. Какие объекты подходят и в каких территориально, где можно купить. Эта программа предусмотрена для города Сыктывкара, города Ухта, города Сосногорска и вот еще мы сейчас добавили Выльгард, потому что Выльгард не входил. Выльгард мы отбили, Усинск, вот, к сожалению, не можем пока. Вот считают, что там, не знаю почему, наши местные органы, но вот Усинск не добавляют. Вот эти вот категории. То есть вы можете стоять в администрации по месту регистрации не обязательно в Сыктывкаре. У нас часто люди с района приезжают, да? В Ижемском районе стоит, он может там стоять. Но квартиру, например, обязательно должен купить вот где-то здесь. Либо Ухта, либо Сосногорск, либо Сыктывкар, либо Выльгард. Если какие-то вопросы есть по данной программе, можете задавать. Ну вот пока финансирование у нас до 2020 года в программе заложено. Включительно, да, до 2020 года. Ну, говорю, клиентов много. Как только мы добираем, соответственно, то, что нам выделили, мы уже не можем дальше кредитовать. Вот год пока только начался, и заявки у нас сейчас практически все по бюджетникам. Много желающих купить. Смотрите, даже тех же бюджетников проверяем строго. То есть бывают люди, которые имеют плохую кредитную историю, которые не платили раньше по своим кредитам, которые считают, что не нужно платить за коммунальные услуги, у них висят долги. Мы все это смотрим. То есть бывает, что отказываем. Бывает. Да, давайте. Сроки рассмотрения по документы, какие программе. необходимы для этого? Да, если что, значит, список документов, если что, можно все это ознакомиться. У нас на сайте вся эта информация есть. Конкретно по бюджетникам паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке, о рождении детей, трудовая книжка, копия, заверенная работодателем, справочка 2 НДФЛ, справочка с места регистрации и, самое главное, справка о том, что вы состоите на учете в качестве нуждающейся. Срок действия этой справки 2 месяца. То есть бывают люди, которые встали в 2017 году, да, они приносят нам эти справки, мы просим, чтобы это обновили. У вас ранее была программа «Европейская ипотека». Европейская Там были, ипотека. учитывались доходы семейные. И были, по-моему, ограничения 45 тысяч. Здесь нет Сейчас ограничений, нет это совсем другая программа, да. Евроипотека у нас закрыта, то есть в эту евроипотеку уже никого не ставят на учет. Мы работаем с теми списками, которые уже были сформированы несколько лет назад. Вот, но там немножко другая, там вообще идет оплата в рассрочку и под 1,5%, то есть как бы совсем вообще другой продукт. Вот, сроки рассмотрения у нас документально до 10 рабочих дней, конечно, мы стараемся столько не тянуть, то есть стараемся рассмотреть побыстрее, в зависимости от заявок. Так, вопрос от Вуктыльской библиотеки. Могут ли бюджетники Вуктыла купить по этой ипотеке квартиру в Сыктывкаре? Конечно, да, если состоят в очереди как нуждающиеся и работают в бюджете. Бюджет должен быть местный, либо республиканский обязательно. То есть федеральная программа, федералы сюда не подходят. Какие объекты? Объекты, значит, подходят. Рассматриваем как первичный рынок, так и вторичный. Не берем малосемейное общежитие и не берем деревянный фонд. Квартиру ищите сами, то есть мы здесь объект вам не навязываем. Если это стройка, мы должны ее аккредитовать. Здесь проблем никаких не возникает. То есть мы сами связываемся с застройщиком, если он не аккредитован, мы его аккредитовываем в кратчайшие сроки. Рефинансирование кредитов других банков для бюджетников. Есть для что-то? бюджетников конкретно есть такой общая программы просто, нет. да? Да, есть общая программа, да, рефинансирования, перекредитования. В процентной ставке у нас 30 числа сейчас поднимаются.
Вот, на перекредитовочку они будут составлять минимальная ставка от 10,5. Максимальная ставка нам сейчас подняли аж 11,75. Для сравнения, летом была 8,75 у нас ставка по перекредитовке. Летом мы очень много перекредитовали. Вы должны проплатить не менее 6 месяцев по имеющейся ипотеке. Также, значит, объект не деревянный фонд и не малосемейное общежитие. Ну, место работы за последние 3 месяца желательно. Можно, ну, либо 6, либо 3, там, в зависимости тоже от того, где вы работаете. Вот. А так, в принципе, документы те же самые, плюс еще берем справочку об остатке вашем и берем документы на объект. И техническую документацию, это все у вас есть на руках. После одобрения вы еще должны будете заказать оценку. Оценочка стоит 2500 рублей. Ну, оценщик. Вопрос от квартироса. Могут ли квартиросцы взять ипотеку в Сыктывкаре? Это уже вопрос Конечно, был. да, можно. Можете. Мгм. Ну, у вашей компании еще много других ипотечных программ. Да, у нас много других ипотечных программ. Самая популярная после бюджетной ипотеки – это как раз-таки перекредитование, про которое только что сказала. Вот. Еще для расчета по перекредитовочке имеет значение, в какую стоимость человек купил квартиру. Да, то есть у нас бывают такие клиенты, у которых, например, остаток, допустим, 2 миллиона, да, квартиру он покупал по тем временам, клиент, допустим, за 2,5 миллиона. На сегодняшний день квартира в цене упала и, например, составляет меньше, чем остаток долга. Таких, к сожалению, не берем клиентов. То есть рыночную стоимость тоже мы смотрим, учитываем. Но если у людей какие-то вопросы возникают, конечно, это все решается на стадии консультации. Мы не просим вас подавать заявку, мы рассчитываем, если мы видим, что человек в рамки не влезает, соответственно, заявочку он не подает. Мы получили следующий вопрос из Центральной библиотеки Инты. Живя в городе Инта на юге, сможем купить квартиру по вашей программе? Если вы будете покупать по нашей программе в Сыктывкаре, в Ухте, в Сосногорске, в Вильгарте, можете, да. Только ограниченные города, Да, какие да. уже были Мгм. названы. На сколько лет можно взять ипотеку? Вуктул задает. Если именно по бюджетной программе, максимальный срок 30 лет. Если это обычная ипотека, если люди не бюджетники, максимальный срок до 30 лет, но опять же смотрим по возрасту. То есть максимальный возраст до 65 лет мы кредитуем. Платежи у нас аннуитетные, они не меняются. Если вы хотите сделать досрочку, то вы можете сократить как срок, так и платеж. Но выгоднее, конечно, сокращать срок. То есть процентов вы в этом случае меньше переплачиваете. Досрочное тоже можно Досрочное платить. можно, никаких ограничений нет. За 5 дней принимаем. Если это бюджетники, то у нас либо в офисе пишут, либо нам скидывают по электронной почте. Вот. Если это обычная ипотека, то там мы работаем по стандартам Банк Дом РФ, то есть это бывшее агентство ипотечного жилищного кредитования, которое находится в Москве при правительстве Российской Федерации, то есть тоже полностью государственная программа, мы по ней работаем. То там у вас личный кабинет создается, никуда ходить вообще не нужно. Зашли в личный кабинет, галочку поставили о том, что вы хотите внести досрочку, сумму написали, вам система выдала свежий график, вы внесли деньги, это все. В принципе, все легко. У нас новый вопрос. Обязательно ли страхование здоровья? По бюджетной программе мы не просим людей страховать, и это никак не влияет на ставку. То есть у нас там только идет страхование имущества. А по обычной программе, опять же, это не обязательно, но на ставку в данном случае влияет. То есть если жизнь не страхуете, то ставочка увеличивается на 0,7 процентных пункта. У вас еще программа приобретения квартиры на этапе строительства. Да, у нас, значит, смотрите, помимо перекредитований, помимо бюджетной ипотеки, какие программы у нас есть? У нас есть приобретение готового жилья. В принципе, те требования все те же самые. Единственное, что первоначальный взнос от 15% составляет. Вот, ставки варьируются от 10,5 до 11,75 в зависимости от первоначального взноса. Ну, соответственно, чем больше вы вносите сами, тем у вас ниже процентная ставка. Дальше у нас есть такой продукт, как приобретение квартиры на этапе строительства. Также можно приобрести у любого застройщика. Здесь ставочки, в принципе, такие же от 10,5 до 11,75. Есть продукт перекредитования, есть отдельный продукт целевой кредит под залог имеющейся квартиры. То есть если у человека нет наличных средств, но у него есть какая-то квартира, да,
а он хочет купить другую, но он может взять под залог своей квартиры не более 60% от стоимости предмета залога. Да? Ну, в данном случае данная программа подходит, допустим, тем, во-первых, у кого нет первоначального взноса, и тем, кто хочет купить объекты, которые не подходят. Да? То есть, например, малосемейку хочет человек купить, мы ее так не кредитуем, а под залог своей квартиры, пожалуйста. Да? То есть закладываете квартиру, покупайте малосемеечку. Вот здесь ставочка 11% составляет. Вот. И сейчас еще интересный продукт с 1 января 2018 года. Семейная ипотека называется, может быть, слышали. Она составляет ставочка 6%, значит, действует только на приобретение жилья и на перекредитование только жилья, взятого на этапе строительства, у застройщика, если оно куплено. Либо уже готовое, но тоже только у застройщика. При условии, если в 2018 году у вас рождается ребеночек. Данная программа рассчитана до 2022 года, то есть в 2018, 2019, 2020 или 2022, если у вас родится второй, либо третий, либо последующий ребеночек, у вас льготная ставка составляет, если у вас второй ребенок рождается на 3 года 6%, потом она поднимается и составляет уже как ставка Центробанка плюс 2%. Если третий ребенок и более, то там на 5 лет устанавливается 6% пункта. Вот. И далее также через 5 лет, опять же, она увеличивается, если человек не расплатился за это время. Нет, это обычная программа. Но здесь, говорю, обязательное требование новостройка. Либо перекредитовка, либо покупка. То есть вторичное жилье, к сожалению, не подходит. Сейчас у нас таких тоже много объектов. А вот кто задает вопрос, нужны ли поручители? В зависимости от вашего дохода. То есть если дохода вашего хватает, то, в принципе, созаемщики не нужны. Если человек состоит в зарегистрированном браке и нет брачного договора, то второй супруг обязательно идет как созаемщик. Соответственно, собственность тоже приобретает. А вот улучшение жилищных условий, это какой метраж должен быть на человека? Вот это вот в администрации по месту регистрации. То есть Вы они не ставят, догадываетесь, да? они ставят, они знают все параметры, да. Это можете отдельного человека пригласить с администрации. Так, ну, тут я, наверное, смогу ответить, что норма предоставления это у нас в Сыктывкаре 13,5 квадратов, а учетная норма 10,5. У каждого муниципалитета свои нормы. Я тогда назову еще, может быть, нормативные документы, которые должны вот это все регулировать. Ну, во-первых, это жилищный кодекс, и потом у нас есть постановление администрации Сыктывкара номер 5/1312, административный регламент предоставления муниципальной услуги и так далее, и постановление городского округа Сыктывкар номер 3/681. Там можно посмотреть. Норма учетная и норма предоставления и учетная норма, они разные. Смотрите, если что, вот брошюрки здесь оставлю, здесь указан комитет жилищной политики, здесь у нас, который в Сыктывкаре находится, телефончик у них тут есть. Можем позвонить по этому телефону и Да, уточнить. но это на администрацию, на сайт выйти, у них там есть комитет жилищной политики, председатель, там есть возможность и записаться на прием, узнать все вот эти необходимые документы, которые требуются по Сыктывкару. Ну и муниципалитеты свои, я думаю, тоже такую же информацию могут дать. Я хотела спросить, не по программе ипотека для бюджетников, а по другим продуктам вашим. Возможно ли вообще приобретение жилья в другом регионе? Мы вообще работаем только по Республике Коми, потому что сами мы выдать не можем, мы только здесь можем служить как посредник. Вообще рекомендация, если хотите купить в другом регионе, также открываете систему, поиск Google, находите в том регионе, в котором хотите купить. Можно либо такую же компанию, как мы, потому что к нам часто пишут люди, которые там с Кировской области, бывает еще с каких-то, и хотят квартиру у нас купить. То есть мы таким образом кредитуем. Нам человек присылает документы, там можно онлайн также заявочку подает. Вот, У вас сеть
по стране, да, подобных Смотрите, компаний? обычная, которая у нас ипотека не для бюджетников, а по стандартам Дом РФ, у них в каждом регионе есть свои региональные операторы, которые работают вот именно по этой программе Дом РФ. То есть в Республике Коми мы единственные, да. Соответственно, там в Кировской области тоже есть какой-то рекоператор. Можно вот зайти даже на сайт Дом РФ и у них уточнить, посмотреть, именно в каком регионе вам нужно, с кем они работают. Спрашивают с Квартироса, можно ли взять ипотеку на строительство частного дома? Частные дома, к сожалению, не кредитуем. У нас есть сейчас задумка, собственная программа, потому что многие часто обращаются. Может быть, придумаем какую-то схему. Но вот сейчас, на настоящий момент, к сожалению, нет. Не кредитуем строительство индивидуальное. Ну, все подробности ипотечных программ, которые вы предоставляете, можно посмотреть у вас на сайте. Можно нас посмотреть на сайте. У нас также есть группа ВКонтакте, да, то есть можно там вопросы задать, можно позвонить нам по телефону. У нас тоже там вся контактная информация указана. Представители вот в городах, где вы сказали, там тоже все есть. Да, конечно. Нет, не Коми ипотечная, а вот именно Дом РФ, они это агентство по ипотечным. Купить, если... Можно купить, например, в Иркуте, да? Если вы хотите купить квартиру в Ухте, вы можете обратиться к нам, потому что Ухту мы кредитуем. Понятно, да, а в Ухте да. есть офис? В Ухте есть офис? В Ухте офиса нет, у нас есть офис в Усинске. Мгм. В Усинске точно есть. В Ухте раньше был, сейчас его закрыли, поэтому мы с клиентами напрямую работаем. Усинск мы кредитуем, вопрос просто ваш услышала, по другим программам, да, по другим продуктам. Может быть и будет. Это будет все на рассмотрение у совета директоров. Или вы про третьего ребенка говорите? Если про третьего ребенка, то там 20 до 22 года. В прошлом году мы все выбрали. В прошлом году все выбрали, потому что было очень много заявок. Нет, до конца года мы выдавали. До конца года выдавали. Ну, вот сейчас мы, соответственно, кредитуем уже, да, то, что на этот год рассчитывают. Мы тоже рассчитываем, то есть если мы понимаем, что мы не можем, допустим, у нас лимит заканчивается, мы просто прекращаем набор заявок, вот и все. В том году не было проблем. По-моему, в позапрошлом году у нас было такое, что было очень много количества желающих. Вот, там как раз, наверное, ставочка была такая самая минимальная. У нас там быстро выбралось, мы там прекращали до конца года, соответственно, с января снова начали опять кредитовать. Это республика финансирует, да. Ну, Она финансирует как раз вот это снижение ставки. Ну, они нам просто выделяют деньги, скажем так, если обычные свои кредиты мы рефинансируем туда, то есть мы их не обслуживаем, поскольку это достаточно дорогое удовольствие, а мы маленькая компания, в количестве 15 человек у нас там работает, да, а конкретно именно бюджетников обслуживаем мы сами, то есть вы платите нам, обслуживаетесь у нас, то есть мы никуда вас не передаем, не перепродаем, нашего. ну, вопросов, я смотрю, от наших районов пока не поступило. У вас еще есть возможность задать вопросы специалисту. А оплата как происходит кредита уже? Ну, то есть, когда получил, и... Если это бюджетная ипотека, вы оплачиваете, у нас есть счета открытые в банках, мы вам предлагаем без комиссии оплачивать вариант через СГБ банк, у нас с ними договор заключен. Если это обычная ипотека, то там нужно будет открывать карточку в банке ВТБ-24 и по системе Телебанк онлайн, как и Сбербанк онлайн, также переводить без комиссии. Вообще можно оплачивать в любом банке, но, соответственно, в других местах там комиссия будет идти за перевод. ВТБ без комиссии. ВТБ без комиссии, это по обычной схеме. Для бюджетников без комиссии СГБ банк. Это вы сами выбираете, либо срок, либо платеж.
Есть сейчас личный кабинет, вот как раз с января месяца раньше Дом РФ уменьшал только платеж, только срок, да. Причем если вы гасите материнским капиталом, по обеим программам идет сокращение платежа. Срок сейчас мат-капитал не дает выбрать программу. Вот, а с января, да, вы выбираете сами. Но еще раз повторю, выгоднее сокращать срок всегда. В этом случае вы меньше переплачиваете процент. Каждый год, что по той, что по другой программе, нужно каждый год страховаться. Страхуетесь вы на остаток основного долга. То есть если вы в течение года делали какие-то досрочки, соответственно, прежде чем идти в страховую компанию, вы берете свежий график, который указывает, да, что у вас вот были досрочки, чтобы меньше заплатить, и, соответственно, обращайтесь в страховую компанию. А несешь, получается, если на Дом РФ, вам? Если на Дом РФ сейчас они сделали очень удобно, там можно в личном кабинете прикреплять. Вот сейчас как раз у меня в январе страховка закончился, я открыла личный кабинет, туда все загрузила и отправила. Остаток вы там сформируете график самостоятельно, отправите его в страховую компанию, страховая компания вам пересчитает. Страховые компании какие-то определенные? Ну, страховые компании Ресо, СК, Сагаз обычно, как правило, ну, такие самые на слуху. Мы смотрим, главное, чтобы они были аккредитованы. Вот. Стараемся просить скидочки, вот компания Ресо с нами хорошо работает. Они нам стараются по возможности скидки. А так, конечно, ну, как правило, у нас вот перед сделкой мы обычно обзваниваем и спрашиваем, сколько там у вас составляет. И там уже клиент выбирает сам, где ему выгоднее застраховаться. Так же, как оценка. У нас 2 оценочные организации, с которыми мы работаем. Калимера и IP Finance. У нас 2 аккредитованные. Опять же, Калимера 2,5 берет, а IP Finance 3,5 берет. Да? То есть тут уже человек сам тоже выбирает, где ему оценочку заказать. Еще вопрос есть? Всем все понятно. Отлично. Ну, большое спасибо, Ольга Александровна. Не за что. Надеемся, если будут какие-то новые программы, мы о них узнаем. Вы Да, придете, если что, и конечно, прокомментируете. да. Не Всего вопрос. доброго. Телефончики оставляем, если Да, что, звоните, спасибо. пишите, хорошо? Спасибо.